И последнее, пожалуй, наверное, самое, скажем так, важное с точки зрения того беспокойства, которое происходит в обществе относительно судьбы Новоафонского монастыря, нашей, в частности, судьбы. Буквально перед заседанием Совета мы получили документ от Абхазской православной церкви Пицунской и Сухумской епархии, значит, за 10 июня 2011 года, номер 88. Но почему-то внизу 9 июня указывается. Скорее всего, сегодня у них это прошло заседание. Это документ от отца Виссариона и его сторонников. Текст звучит следующим образом. Вы будете иметь, да, соответствующий текст, мы разместим его в интернете. Запрещенным клириком Майкопской адыгейской епархии РПЦ иеромонаху Дорофею Бар, иеромонаху Андреем Пар. В связи с вашим самоотчуждением от Абхазской православной церкви, ваше пребывание на территории Новоафонского монастыря незаконно. Запрещение вас в священнослужении не позволяет вам право священно действовать в монастыре на территории Абхазской православной церкви. В связи с этим рекомендуем вам в течение суток освободить монастырь от своего присутствия для возобновления в нем естественной церковной монашеской жизни. С любовью и смирением, извините, что я так, Духовный совет Абхазской православной церкви подписался отец Виссарион, потом ксерокопия. Вот я хочу, чтобы вы это очень хорошо обратили внимание, как у нас в Сухумо-Абхазской епархии составляются документы. Здесь подписался отец Виссарион, здесь ксерокопия имен значит, участников этого совета, видимо, от каких-то предшествующих документов, скорее всего, с тремя печатями, для того, чтобы как-то было, видимо, нервы это ставилось как-то, так сказать, на бумаге. Вот. Я уже не говорю там какие-то неточности и так далее. Допустим, 10 июня документ исходит, здесь, когда его набирали, было 9 июня, видимо, они уже заранее продумывали это все. Я хочу о другом сказать. Я хочу сказать о том, что, во-первых, это серьезнейшая провокация сегодня, когда вы знаете, что да, и без того сложность ситуации в нашем обществе и в нашей жизни. Да? То есть, когда произошли печальные известные события, кончина президента нашей республики Сергея Васильевича Багарыча, да? И затем было объявлено начало предвыборной кампании, не объявлено, но пошли разговоры, потом где парламент принял решение о созыве, о назначении даты выборов президента и так далее. Мы думали, что как бы церковная тематика сейчас должна остаться где-то за пределами всего этого, потому что сейчас все-таки это важнейший, так сказать, этап, да, становления нашей государственности, да, и утверждения ее независимости. Сейчас заниматься вот какими-то указами, церковными распрями. Мы полагали, что это все будет забыто на 3 месяца. Но, как вы видите, еще даже политики не определились с кандидатами, а уже у нас опять церковная тема выходит вперед, потому что, как вы понимаете, это просто провокация. Если нам ставится ультиматум, это означает, что будут определенные действия со стороны отца Виссариона и его сторонников. Возможно, и со стороны тех политиков, которые поддерживают эти действия отца Виссариона. Если будет провокация с той стороны, безусловно, мы уступать здесь ничего не будем. Соответственно, нужно ли нашему государству, обществу сегодня провоцировать всех, когда у нас и без того сложная ситуация в целом, да, вот подобного рода призывами документов. Второй момент. Отец Виссарион, к сожалению, как и его сторонники, коих здесь 19 уже, вот, значит, совершенно плохо знают церковное право. Значит, церковное право гласит о том, что в случае, не то, что гласит это общепринятое правило, во-первых, с нас можно снять все, что угодно, священство, там, архимандритство, не знаю, или монашество, что хотите. Но монашество снять никто не может, потому что монашество мы принимаем добровольно. На это не нужно какие-то, так сказать, благословения и возложения рук. Это делается из рук игумена монастыря. Человек, принимая монашество, и речь идет о принятии образа жизни. Вот. Поэтому человек, который, будучи монахом, стал священником, если его запрещают, он в любом случае обязан жить в монастыре. То есть, когда нас призывают оставить монастырь, это означает оставить родной дом, в котором живет монах. Потому что у монаха
в отличие от этого духовенства, которое здесь указано, большинство из них монашествующие, но все они почему-то живут при квартирах, при домах, либо собственных, либо купленных за последнее время, и никто из них ни в Афонском, ни в Каманском монастыре не находится, хотя они обязаны жить в монастырях. Поэтому мы живем в монастыре здесь, на Афонском, и будем продолжать жить в нем, если даже придет указ о изложении нас священного сана. Второй момент, который, к сожалению, тоже не понимает не только отец Виссарион, но и Реза Николаевич Кацер, который, прибыв сюда с документом о нашем запрещении, обратился ко мне как Дмитрий Заурович Бар. Я сказал, что, уважаемый Реза Николаевич, я прежде всего, я говорю, священник, иеромонах, и архимандрит, как хотите, отец Дорофей. Я говорю, ну это как сказать после этого документа. Ведь документ, который нам выдали, гласит о том, что мы остаемся священниками, с нас не сняли священного сана. Мы остаемся священниками, просто мы не можем совершать священнодействие в течение года. Это означает то, что мы, как были архимандритами и иеромонахами, остаемся, просто мы не действуем в качестве священников. Ну, вы сами понимаете, тонкости для них объяснить, эти тонкости объяснить не сложно. Да, по версии Майкопской епархии. Таким образом, ни этот указ отца Виссариона, ни указ Майкопской епархии о нашем запрещении мы не принимаем. Так, соответственно, мы остаемся в Новоафонском монастыре и продолжаем действовать так же, как и действовали до всех этих указов. То есть служить, совершать таинства, проводить работу, связанную со священной митрополией Абхазии и так далее, и так далее. А вот эти провокационные письма, я уже говорю про неуважение, проявленное епископом Тихоном, как я уже написал и отметил в своем открытом письме, нельзя церковный народ, более 1000 человек, собравшихся в храме, среди которых священники, монахи, верующие люди, простые люди, в том числе уважаемые люди нашего государства, называть сборищем. Это оскорбление народа. То есть и это делает человек, который находится в Адыгее уже не 1 год и должен понимать менталитет малых кавказских народов, для которых несправедливое и неуважительное отношение, за этим следует всегда жесткая реакция. Нельзя так поступать, поэтому мы просили его публичного извинения. Можно было, в конце концов, если даже их не устраивало наше церковное народное собрание, в конце концов, да, найти какие-то приемлемые формы и определения. И второй момент, то, что, о котором я не говорил, но который для меня очень важен, когда люди собираются и хотят участвовать в жизни церкви, да, когда они хотят говорить о будущем развитии, этому надо радоваться. Ведь можно же созвать церковное народное собрание, никто не придет. Это значит показатель безразличия к церковной жизни, да? К тому, что будет происходить здесь. Когда люди собираются и высказывают, и выслушивают, принимают решения, это показатель того, что они на самом деле живо участвуют. Ему надо радоваться. Они называли это сборищем, и на основе этого собрания принимать решения о запрете людей. Наш запрет же не исходил ни из каких обвинений церковно-канонических. Он исходит из того, что церковное народное собрание мы собрали. Поэтому вот кратко я обрисовал эти решения, обсуждения, которые были сегодня приняты. Если у вас будут вопросы ко мне и к присутствующим здесь, прежде всего, я думаю, я тоже хотел бы предоставить Денис Михайлович, если вы что-то хотите сказать. Какие же шаги предпримете, если сторонники отца Виссариона или кто-либо другой пожелает какой-то силовым методом вас попросить с территории монастыря? Рассматривать вопрос защиты себя и монастыря? Да, вы знаете как, безусловно, так сказать, окопы мы копать не будем, да? Безусловно, но вы знаете как, есть такой момент. Если будет действовать силовой метод, в лице, будь это сторонников отца Виссариона, в лице, скажем, с использованием каких-то сил либо структур государственной власти, хотя я это сомневаюсь в этом, вот, соответственно, вы знаете, мы тоже будем защищать вместе со своей паствой свой монастырь и свою священную абхазскую митрополию. Потому что мы прекрасно понимаем, где
где на самом деле правда. И мы знаем, что все наше христианское смирение за последние десятилетия деятельности на территории Абхазии, когда мы пытались понять, когда мы пытались пойти на перемены, когда в конце концов я лично уехал из Абхазии, да, и пытался, ну, пройдет время, посмотрим как-то, да, все наше, так сказать, христианское смирение воспринималось как слабость, да, и давало повод действовать так, как действовали они, и эти действия привели к тому плачевному состоянию, в котором мы сегодня находимся. Поэтому я хочу, чтобы та сторона понимала, чтобы у них не было иллюзий, что они здесь придут со своими сторонниками или с властью, или с кем-то еще, да, и что мы скажем, ну что же делать, вот вам ключи от Афонского монастыря. Да, еще один момент, вот отец Илья правильно подсказал. В случае подобного рода действия, да, мы будем созывать церковно-народное собрание. Вот. Церковно-народное собрание всех тех людей, которые участвовали в 15 году, что это и есть наше паство. А там уже, если спровоцируют на это, вся ответственность за последствия, которые произойдут в случае, не дай Бог и сохрани нас Господь от всего этого, да, нам не нужно сейчас никаких столкновений и провокаций, да, но если это произойдет, вся ответственность будет лежать на отце Виссарионе, потому что, как вы заметили, да, с нашей стороны провокационных действий не было. Даже во время совершения праздника апостола Симона Канонита, да, мы послужили здесь, хотя мы тоже могли поставить палатку внизу. Мы этого не сделали. Ну пусть люди придут, послужат внизу. Мы послужим наверху. Что тут в этом плохого? Да. Второе. Когда совершался крестный ход под лозунгом «Иверия в скобках Абхазия, часть Святой Руси», да, скажем так, оскорбительно для нас. Потому что к Иверии никакого отношения не имеем. Иверия — это, собственно говоря, Восточная Грузия, даже не Западная Грузия. Это определенное название, которое имеет определенные ясные географические границы. Нет такого общего понятия веры. Вот. И ссылаясь на то, что Сибирская Выборгская гора, здесь она так называлась, потому что монахи привезли Выборгскую икону из Афона, и оттуда пошла на название. Это Накопийская гора, и там находилась Накопийская икона Божьей Матери. Вот. Значит, это сейчас как бы история. Вопрос в чем? Когда этот крестный ход совершался, да, пошли разговоры о том, что вот они зайдут, придут казаки, здесь будут, так сказать, мы позволили им прийти сюда. Мы позволили войти внутрь монастыря, обойти вокруг него, совершить все, что они считали нужным совершить в этих случаях, без нашего участия. Мы не участвовали в нем не потому, что мы не хотим, так сказать, участвовать, а потому что мы не можем воспринимать этот лозунг. Если совершается крестный ход, слава Богу, у нас есть сегодня и написанные книги, и исследования. Спросите, мы вам разъясним, что такое Иверия и что такое Абхазия.